Глава 10. Накануне. От тайги до британских морей. Пели в те годы песню. Была она проста, на теперешний взгляд наивна, но, как всякое детище, рожденное в кипении социальных бурь, величественно правдиво. Через пространства неохватные, через десяток государственных границ, через сотни препон и заслонов в заткнутые уши и в зажмуренные глаза врагов революции стала, наконец, проникать истина. «На пороге Нового года русский вопрос ждет своего разрешения», писала французская газета «Тан». Армия хваленого Колчака отступает. Английские военные корабли, обстреливавшие недавно красные флаги на фортах Кронштадта, едва выбрались из Балтики. Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж на запрос английского парламента заявил: нужно ждать краха большевистской власти. Но сейчас не найдется ни один человек в мире, который мог бы точно сказать, когда это случится. А между тем в мире многие сотни тысяч, которые верили, что такого никогда не случится, и сотни сотен таких, которые знали доподлинно, что этому не бывать вовеки, потому что история повернула уже в другое русло. Сибирь. Что за страна? Говорят, зимой там птицы замерзают на лету, а летом жара, как в Сахаре. Говорят, в лесах там кишмя кишит дикое зверье. Рыбу черпают из рек черпаками. Горы там уходят в поднебесье, а норы каторжников вглубь земли. Сибирь — это так далеко, что если бы кто пожелал туда отправиться пешком или на лошади, ему не хватило бы жизни. А и добрался бы, не добыл добра, сожрали бы его живьем туземцы, дикари или голодные каторжники. И что же, эта страна теперь средоточие всех наших тревог, надежд? В мире что-то не так, господа. А по сибирской земле тем временем вихрем летела и валом катилась партизанская дивизия Каландришвили. В Волонской волости внезапным налетом разгромлен был гарнизон, упразднен персонал земской управы и восстановлена власть советов. Здесь же разведчики доложили: заслон до 500 штыков изготовился к бою недалеко от Усть-Уды. И снова сабля из ножен командующего сверкнула в тусклом свете зари. Рожок гарниста возвестил: в поход. И снова только вперед, перегонки с ночью, только к победе. Некий бойкий человек по имени Бурить, присоединившийся в Волонке к дивизии Каландришвили со своим небольшим отрядом, применил здесь военную хитрость. На подходе к Усть-Уде по краям дороги он велел своим бойцам разложить костры, а в тени расставить заранее приготовленные, не раз сослужившие ему верную службу чучела. Сам отряд укрылся в лесу. Передовые роты белых, привлеченные светом костров, пошли туда, куда ждали, в обход на окружение. Окруженные сами в лесу, расстреливаемые в упор, они бросились назад, подняли беспорядочную пальбу по кострам и чучелам. Кутерьма эта длилась до самого рассвета, до поры, когда, окончательно запутавшись и стреляя уже по своим, белые не осознали себя окруженными. Во избежание излишнего кровопролития Нестор Каландришвили предлагает вам сдать оружие. Но ликовать еще рано. Упиваться победой, упустить другую, третью, седьмую, 10-ю, может быть, даже ту большую и главную, в сторону которой направлен лед горных орлов, куда несут их крылья революции. По Голументьевской волости, по Алгарской волости, оставляя за собой разгромленные гарнизоны и красные стяги над домами сельских управ, и дальше к реке Китой. И вот уже мост через реку рухнул в реку. Строители Илимского тракта поднялись теперь на борьбу. Из Иркутска через Бодайбо в Якутию этот тракт ведет дальше, к берегу Тихого океана. Пушнине и золоту через Охотск в Америку интервентам и их покровителям дорога перекрыта. А где-то по сторонам, в падях ли у речек, в сонных ли переулках городских, в юрте ли чабана, о чем-то тихо говорят меж собой люди. Совсем случайные люди. Вышел один из них на опушку леса. Корзиночка в руке, горсть ягод в корзинке.
Не везет человеку. Плох нынче лесной урожай. Не беда, однако. Глядишь, и добрый человек повстречается. Не лучше ли ягод? Михей? Михей. А ты? Василий. Листовки ваши печатал. Вон ты какой. Ошибок много делал. С буквы «ять» ты, паря, не в ладах. Не с меня спроси, с корректорши моей Настасьи. Она ученая. Ладно, дело прошлое. Что у тебя? А чё? Бумажка, только и всего. Пока, Михей. Будь здоров, Василий. И разошлись. Один по ягоды, другой по грибы. Лето прошло. Осень настала. Зима опять пришла. А сила тайная все накапливалась, и немало требовалось еще той силы, капля за каплей, влиться в большой общенародный котел. Тук-тук-тук в дверь. Кто там? На именины. Гостиниц? Кулич с орехами. Проходите. Старушка горбатая, но ходит шибко, едва поспевая за ней по коридору. Дверь в конце коридора, за дверью чаепитие. Порядок, вошел и садись, без приветствий. Оглядись сначала, есть ли знакомые. Таежный, знак рукой издалека. Здравствуй, родная душа. Вы — приводные ремни губкома, товарищи. Связь с партизанским движением без вас невозможна, поэтому прошу содержательнее, но короче. С каждым днем, товарищ Миронов, число белых солдат, переходящих на нашу сторону, растет. Дезертирует много офицеров, некоторые тоже становятся в наши ряды. Недавний случай. В Тангинскую волость прибыл карательный отряд Пшеничникова. Мы узнали, что там есть тайная группа, и установили с ней связь. Результат. Партизанский отряд из бывших карателей и местных жителей численностью в 36 человек. Командир Андрей Каширян. Не всегда из воды сливки, вот что я скажу. Кто-то с краю возразил. В 31-м Стрелковым недавно сбунтовались. И что же? 100 с лишним убитых. Чья вина? И наша вина. Тут не в оба, а в 4 глаза смотреть надо. Вопрос товарищу Миронову. Когда губком даст сигнал к восстанию? Ждать больше нельзя. Ты, товарищ Телегин, командир Глазковской дружины, и у вас там все готово, я знаю. Но мы собрались проверить готовность других. Придется туго. Реальное соотношение сил не в нашу пользу. В Иркутске 5000 вооруженных белочехов. В их руках железная дорога. В вокзале иностранные миссии. Если генерал Жанен и не поддержит Колчака, то поддержит не нас, а Ицеровский политцентр, формально возглавляющий восстание. Нам предстоит война на 2 фронта — разгромить колчаковцев и перехватить инициативу у эсеров. Но в Черемхове уже 2-й день идет восстание. Спрошено было про сигнал. Вот и сигнал. Сообщаю, что восстание назначено на завтра, 24 декабря. Первыми выступают солдаты в Глазковском предместье. Вслед за ними боевые дружины железнодорожников. Знаменское предместье, 3-й очаг. Наступил момент, когда сегодня рано, а послезавтра поздно. Товарищ Таежный, как с оружием? 18 гробов, Константин Васильевич. Если по 20 покойников в каждом, выйдет 360 винтовок. Патронов по 10 обоим на ствол. Торговка с сеном и пасечник в топке сегодня тоже доставили свой груз Глазково. Всего роздано дружинникам 800 с лишним винтовок. Пулеметов мало, всего 3. Надеемся позаимствовать у политцентра. Товарищ Сурнов, ты назначаешься представителем в политцентре для контроля, для проведения наших директив. Политическое направление борьбы во многом будет зависеть от твоего посредничества. Атаман Семенов, сидя в Чите, утратил сон, даже пить, есть перестал. Читая поданную ему телеграмму, он не верил своим глазам. Эшелон Колчака задержан в Красноярске, ТЧК. Иркутское восстание, ТЧК. Ждем подкрепления. Слепые щенки. Не справятся с оборванцами? Ну, голь, собачье мясо. Мало почивал я вас гостинцами.
Примите еще. Если судно дало серьезную течь, любой моряк скажет «груз за борт». Балластом в Иркутской губернии были политзаключенные. Держать их под стражей потерян смысл, распускать же – безумие. Трупами переполнены были тюремные подвалы. Избитых до полусмерти заключенных уводили и расстреливали. Проверяя, не жив ли кто из них, трупы пронзали пиками. В такие моменты жизни необычная высота духа одних как бы уравновешивает нижайшую низость других. Офицер-садист Казатаев в эти дни горцевал на коне по телам расстрелянных. Не в силах справиться, тюремщики под угрозой смерти приказали медикам изготовить яд. Те с перепугу кинулись исполнять, да яду в нужной дозе не хватило на всех, и узники умирали в адских муках. Пришла пора открыть, что бородатым пасечником в паде Топка был по паспорту Глеб Иванович Павлов, латыш, а на деле русский человек Иван Васильевич Сурнов. Лет же ему было не 36, как в паспорте, а 21. Сбритая борода, очки и лысоватая голова Сурнова придавали ему вид человека молодого и в то же время солидного. Такой представитель политцентра эсеров был не белая ворона. Послушаешь его да присмотришься, вроде бы свой. Колчаковцы зверели. По Знаменскому предместью они били крупнокалиберными снарядами. Каменные, навек уложенные стены купеческих домов с прямой наводки снаряды прошивали насквозь. О деревянных халупах и говорить нечего, они пылали. А повстанцы робели тем же ответить, хотя пушки их стояли наготове. Мирные люди, они берегли таких же, как они, в той стороне, где окопались враги. Они наивно думали не ответить на удар, избежать второго удара. Но некому было сейчас донести до них слова атамана Семенова: «Голь, собачье мясо. Мало почивал я вас гостинцами. Примите еще». И залпы орудий один другой страшнее обрушивались на предместье. К вечеру 29 декабря артиллерия колчаковцев взяла на прицел тюрьму. «Заключенных сейчас же освободить», — потребовал в политцентре Сурнов. «Это рискованно. Интервенты могут озлобиться. Генерал Жанен?» «Не интервентов, не Жанена бойтесь вы. От имени своего штаба требую допустить меня в тюрьму для обследования». Допустили Сурнова через день после долгих совещаний и препирательств, и ни одного с представителем политцентра. С охраной и мандатом оба вошли в тюрьму. Начальник тюрьмы Ашитко в страхе не мог внятно слово произнести. Эсеры из политцентра Сурнов отослал на обследование камер, а от начальника потребовал списки заключенных. «Вызвать сюда вот этого», — ногтем в списке отчеркнул он, Ивана Бурсака, и рявкнул для остраски: «Живо!». Старый товарищ при встрече был и растроган, и растерян. Он весь дрожал. «Нас здесь несколько сот человек, 18 ждут расстрела. Всем политическим передай, готовиться. Особо женские камеры нужно уберечь от паники, и чтобы уголовники ни о чем не знали. Сегодня вечером ждите». А пальба не прекращалась ни днем, ни ночью. Гостинцы, обещанные атаманом Семеновым, не замедлили прибыть. Интервенты охотно пропустили к Иркутску несколько семеновских эшелонов и 3 бронепоезда. Железнодорожники по той же колее пустили навстречу им паровоз. Бронепоезда были задержаны. Но десант численностью около 600 штыков с артиллерией и пулеметами им удалось высадить. Разведка донесла, что не сегодня-завтра подоспеют японцы. События, до того следовавшие умеренной чередой, последние несколько дней будто обвалом рухнули одно на другое. Все теперь зависело от того, кто с каким результатом войдет в надвигающийся 1920 год. В трехэтажном здании железнодорожной школы, где разместился штаб рабочих дружин, беспрерывно звонил телефон. Правый берег запрашивал патроны. Из Знаменского требовали подкрепление роту дружинников. Из Ломоносовской школы сообщали,
Колчаковцы захватили соседнюю рощу, заняли железнодорожную станцию. Кто-то, неизвестно откуда и не назвав себя в суматохе, кричал в трубку, что политцентр растерялся. Пусть штаб рабочих дружин возьмет на себя командование их солдатами. Кто-то докладывал, что Черемховская пулеметная команда ждет приказаний. В равной борьбе победа остается за тем, кто устоит в решающий момент, кто не дрогнет перед лицом, казалось бы, неминуемого поражения. Время остановилось для тех и других. Но время шло. Наступил полдень 30 декабря. 2 часа дня. 3 часа. Вечереть уже стало, когда опять затрезвонил телефон. Выбитый со станции. Выбитый с Глазковских улиц и с Царь-Девицы. Бегут к Кузьмихе. Взято 120 пленных. А в ночь на 31 декабря отряд дружинников во главе с Иваном Сурновым проник во двор тюрьмы. Канонада не ослабевала, во дворе рвались снаряды. Но страшнее были сейчас уголовники. Освобождение одних политических они бы не потерпели. Опасаясь их провокации, Сурнов поставил караулы у ворот, во дворе, в коридорах и, войдя к начальнику с охраной, потребовал у него ключи от камер. «Без паники, товарищи. Первыми выходят женщины. До конца перестрелки укрыть их за тюрьмой в любом подвале. Остальные строго по списку колонны, в распоряжении рабочих дружин». На другой день, 31 декабря, семеновцы были разбиты. Отряд из вчерашних политзаключенных задал хорошую трепку и подступающим японцам. А победы все не было. Осталось несколько минут до наступления Нового года, когда в штаб пришло донесение. На правом берегу Ангары, за Знаменским предместьем, бои вспыхнули с новой силой. Резервы рабочих дружин на исходе. Вот и здравствуй, Новый год, 1920. На заре твоего рождения немало людей в Иркутске встретили тебя в ледяной купели Ангары. Ледостав к той поре не закончился. Еще не окрепший лед с обоих берегов разнесли снаряды, и через это кишащее ледяное крошево, через эту шугу на случайных лодках, на плотах, из чего попало и как попало связанных с лопатами и досками вместо весел, оскальзываясь, падая в воду и вновь вылезая, падая под пулеметными строчками с правого берега и оставаясь навек в Ангаре медленно, но упорно двигались через реку дружинники. Это был беспримерный десант. На 4-й день кровопролитных боев подоспели авангардные отряды дивизии Каландришвили. Сам комдив на коне с лету смаху врезался в боевые порядки белых. Лязг сабель, ружейная трескотня, взрывы гранат. Все это будто бы в стороне от себя он слышал. Лица, искаженные в крике ли, гримасы страха ли, боли, ярости, пена хлопьями с морд лошадей. Кто-то бежит, не замечая, что оставил позади себя отрубленную руку. Кто-то стоит на коленях, моля о пощаде, а кони перепрыгивают через него. Снег, обогренный кровью, трупы вразброс. Все это виделось комдиву лишь боковым зрением, краем глаза. Конь его не нуждался в поводьях. Нес он комдива по чутью, которым только его одного природа наделила. «Ты знай свое, седок, я же свое знаю». Правой рукой дед рубил в обе стороны, а в левой был пистолет. Белая папаха его устрашала врагов, они шарахались в стороны, едва завидев ее. 5 января 1920 года победители вошли, наконец, в Иркутск. Толпы людей, в ушах которых еще звучала канонада, и рвались снаряды, оборванные, иные на костылях, иные с окровавленными повязками. Старый, млад, все вышли на улицы, заваленные дымящимися головешками, битым кирпичом и стеклом, покоробившимся в пожарах кровельным железом. Победители вошли, но победа еще не вошла вместе с ними, хотя и приблизилась. Разгромленных колчаковцев
уже вновь собирал под свое начало атаман Семенов, назначенный Колчаковым командующим всеми войсками белых на Востоке. Сам Колчак, хотя и отрекшийся от титула верховного правителя, переложив его на Деникина, не терял надежды прорваться к морю с 26 вагонами золотого запаса. Победители вошли. А с другой стороны, по Московскому тракту сюда же, к Иркутску, уже спешили остатки 3 армий генерала Капеля, разбитых Красной армией, более 20 тысяч вооруженных до зубов, отъявленных головорезов. Они шли как смерч, как Чингисова орда, оставляя за спиной у себя только пожары и виселицы, только кровь и стенания. Эсеры возлагали на них надежду. Заветная их мечта об установлении на Востоке буржуазного государства свободной демократии, эта мечта опять забрезжила, ожила и стала надеждой. Повторилось то, что со временем февральской революции стало уже забываться. Любое, мало-мальски заметное возвышение превращалось в трибуну. С телег и саней, с бочек, с ящиков из-под мыла и чая провозглашались призывы и лозунги один другого курьезнее. Эсер Сорокин со своей доктриной «хоть свинья в ермолке, только бы не большевики» в эти дни охрип от речей. Нет, не зряшные были его упования. Стоило только умом раскинуть. Управляющий Иркутской губернией Яковлев, СССР. Председатель губернской земской управы Ходухин, СССР. Председатель городской думы Константинов, меньшевик. В политцентре Федорович, СССР. Фельдман, СССР. Ахматов, меньшевик. И так, куда ни глянь. А на собраниях рабочих, солдат и в профсоюзах сотни хриплых глоток кричали одно и то же: «Даешь Иркутский совет!» 15 января прибыл литерный поезд особого назначения. 10 дней, как неверховный правитель более, Колчак ехал под флагами, держав интервентов. Путь его был на восток. Белочехам, охранявшим поезд, был предъявлен ультиматум: или выдать адмирала, или на дальнейшем пути будут взорваны тоннели. Не принять такое условие было нельзя. Однако передать Колчака белочехи согласились только официальной власти, политцентру. Какие будут мнения, товарищи? Хрен с ними, хоть и политцентру. Арестовывать и держать под стражей мы его тоже будем, не проморгаем. Предлагаю назначить для этого дела товарищей Сурнова, Букатова и офицера Нестерова Александра, тоже нашего человека. В тот же день к вечеру подошел еще один эшелон. 26 вагонов с золотом. Железнодорожники по знаку Букатова сейчас же загнали его в тупик, опутали вагоны проволокой и разобрали путь. Белочехи не сняли свои охраны, но их самих вместе с эшелоном уже охраняли дружинники. Присутствие Колчака с белочехами и золотой эшелон придали особую остроту политической борьбе. 3 дня после этого длилась еще схватка, и чаша весов, качнувшись, стала перевешивать в сторону Советов. 19 января был сформирован военно-революционный комитет и упразднен политцентр. Бремя власти легло на широкие плечи коммуниста Александра Ширямова. А капелевцы шли, хотя самого Капеля уже не было к тому времени. При переходе через Бирюсу 29-летний генерал угодил под лед. Тяжело простудился и умер. Теперь войском командовал генерал Войцеховский. Но были они капелевцы, те самые, что ходили на Чапаева психическую атаку в ровном строю, как на параде, с аксельбантами через плечо и с винтовками наперевес. Не доходя к Амельтея, Войцеховский направил войско по 2 дорогам. Меньшую часть вверх по реке Оке, а большую повел за собой в Иркутск. Колонна растянулась до 10 верст. Шли по тракту, шли по проселкам, вдоль железнодорожного полотна, по шпалам, день и ночь без отдыха. Следом едва поспевал обоз с ранеными, с награбленным добром, с боеприпасами и продовольствием. Навстречу им под командованием Нестерова был выслан отряд 800 человек.
Но белочехи предательски ударили в спину ему, и отряд был разбит возле станции «Зима». Капелевцы шли на Иркутск. Подавленные известием, члены ревкома молчали, как на тризне. Ширямов в раздумье то пощипывал ус, то протирал покрасневшие от бессонницы глаза. Предложение такое: к селу Пономарёва отправить отряд 5 штуков, закрыть врагу выход на Якутский тракт. Отряд возглавить Звереву. Город объявить на осадном положении. Всех коммунистов считать мобилизованными. Какие еще будут мнения? Золотой запас, Александр Александрович. Как быть с ним? Усилить охрану. Интервентам пора оставить Иркутск. Предъявить им ультиматум. Не уйдут, обрушим на них весь гнев народа. Тогда уже им не выбраться из Сибири. Вот уже и власть завоевана, а жизнь все возвращалась на круги своя. Опять, как в декабре прошлого года, на улицах выросли баррикады из камня, завалы из бревен, ледяные валы. Опять все на защиту. Дома по набережной Ангары заняли стрелковые отряды. Заминированы были все подходы к городу. День и ночь неусыпно дежурили патрули-дружинники. Ловили каждый звук в морозном воздухе, каждую тень во тьме. Из приказа военно-революционного комитета: ни в коем случае не допустить движения по линии железной дороги на восток от Иркутска поезда с золотым запасом России, кто бы его ни сопровождал. Портить пути, взрывать мосты, тоннели, уничтожать средства передвижения, открытым боем вырвать все ценности из рук шайки грабителей, кто бы они ни были. Войска отправлены были навстречу капелевцам. В городе волна за волной шли аресты, изымалось оружие у чуждых элементов. Но элементы тоже не сидели сложа руки. По городу разбрасывали портреты Колчака, листовки с призывом силы освободить адмирала. Было уже 2 попытки по подложным документам вызвать его на допрос. Требование выдать ему Колчака и половину золотого запаса прислал властям и генерал Войцеховский. Ревком постановил: лучше казнь 2 преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв. Из тюрьмы их вывели ночью 7 февраля. Только сейчас, уже на пороге небытия, можно было удивиться, как могли быть связаны одним делом 2 столь разительно непохожих друг на друга человека. Высокий, сухопарый, высокомерно прямой, холеный адмирал Колчак и волей недоразумения какого-то премьер-министра в его, увы, несостоявшемся правительстве полковник Виктор Николаевич Пепеляев, рыхлый толстяк. Ночь была непроглядно темна, но тучи, сплошь затянувшие небо, будто по воле чьей или желанию расступились. Выглянула луна. Зеленоватый свет ее тускло осветил бесприютно холодные торосы замерзшей Ангары. Прощай, Божий мир. Не так бы хотелось уйти из жизни, но на то воля Всевышнего. Пусть другие рассудят жизнь каждого. Адмирал Колчак уходил из жизни сознанием исполненного долга. Он был честен перед Богом, царем и Отечеством. Из золотого запаса России он ни крупицы не взял для себя. 147,2 тонн золота из этого запаса он отправил в Америку фирме «Ремингтон», в Англию, Францию и Японию за винтовки 206 445 штук, за пулеметы 963 штуки, за револьверы 12 тысяч штук, за патроны 36 миллионов штук, за орудия, снаряды, аэропланы, за английские седла, за питание, обмундирование, медикаменты. Знать бы заранее, что всего этого не хватит на то, чтобы вернуть Россию в ее прежнее русло. Колчак не пожалел бы и всего ее достояния. Но что-то случилось с Россией такое, чего, как видно, не было с нею во всю ее историю. Понять бы. Жаль, что поздно уже. Как бы то ни было, он остался верен долгу солдата Отечества.
Еще в бытность свою командующим Черноморским флотом, когда матросы пришли его арестовывать и потребовали сдать оружие, он снял с себя золоченый кортик и не вручил его бунтовщикам, а бросил за борт своего флагманского корабля. Таким же бескомпромиссным остался он и по сию минуту. Прощай, Божий мир. Поглядим, даден ли человеку мир иной. Если он существует, вечность впереди для осознания вот этой бренной и суетной жизни земной. «Ваше последнее слово», — обратился к нему начальник конвоя. «Хотел бы увидеться с женщиной, моим секретарем», — сказал и пожалел. Невежда посмеется над чувством адмирала-диктатора, но тот не посмеялся. Он сказал просто и коротко: «Это невозможно. Ваше слово, господин Пепеляев». Рыхлое тело полковника студенисто затряслось. «Оставьте меня в живых!» — истово принялся он креститься. «За мою вину не казните, накажите меня по-другому». Адмирал с презрением глянул на него сбоку и отвернулся. «Именем Советской Федеративной Социалистической Республики». Залп. Он почти не слышен был. Он слился с сотнями залпов за ангарой. Зарево вспыхнуло в той стороне. Там шел бой с капелевцами. Последний, решительный. Взорвались цистерны. Рельсы, скрученные взрывами, взлетели в воздух. Как игрушечные опрокинулись и покатились под откос вагоны. Одновременно залпом ударили пушки со стороны белых и пулеметный ливень навстречу им. Еще и еще один раз сотрясли воздух и землю взрывы. Тяжело, бризантно тяжело. Смолкло будто бы, но капелевцы шли на город. Батан-Ава перекинул через плечо веревку, на другом конце которой привязан был его верный Максим. Усадил позади помощника, нагруженного патронами. Он двинулся наперерез врагу. Пулеметная рота устремилась за ним. Батан-Ава еще издали выбрал удобную позицию на вершине холма, с которой можно было перекрыть путь белым. Верный конь донес седока до этой вершины и рухнул, прошитый пулеметной очередью. Батан-Ава с товарищем укрылись за его теплым трупом. Показалось, будто пика ударила в плечо. Батан-Ава поник у пулемета и догадался — ранен. Его сосед, еще не понимая, что произошло, бросал с холма гранаты. Вскоре упал и он. Батан-Ава зажал как мог рану правой рукой, приладился у прицела, одной левой неловко и неуверенно вдарил еще раз с холма. А потом все затмилось. Капелевцы хлынули в обход холма и на холм. Батан-Ава готов был поверить, что кончено все, когда почувствовал, что бедро ему еще раз ударило пикой. То была не пуля. То была пика. Капелевец на скаку ударил его, добил и мимо. Он уже не видел, как из ельника справа подоспела рота, как ударили в раз по врагу 12 пулеметов, как следом за ними будто на крыльях вылетели конники Каландришвили. С рассвета до заката с перерывами длился тяжкий бой. Капелевцы добились цели. Станция Иннокентьевка в 7 верстах от Иркутска была в их руках. Бывает так. На крайнем пределе чудом достигается иногда невозможное. Такова была эта последняя победа белых в Сибири. Но, узнав о расстреле Колчака, Войцеховский понял, что карта его бита. Обойдя Иркутск, капелевцы под прикрытием интервентов двинулись в сторону Байкала, через замерзший Байкал и дальше на восток. Путь их был отмечен следами гибели. На снегу, слепяще белым уже под весенним солнцем, чернели трупы людей, лошадей, разбитые сани, брошенное добро. Группа войск генерала Сукина шла через хребты в Забайкалье. За ними следовали отряды генерала Галкина и полковника Казакова в 2000 штуков. Около месяца их преследовали конники Каландришвили и партизаны Бурлова. Утро 7 марта 1920 года
выдалось на диво лучезарным. Из-за холодной спины зимы все смелее выглядывала весна. При въезде в город из брусьев льда сооружена была и горделиво высилась статуя труда и триумфальная арка. Красные флаги и лозунги пламенели на солнце. В 10 часов утра на берегу Ангары гулко ахнул артиллерийский салют. Ровным строем по 8 в ряд горделиво прошли мимо трибуны конники 30-й дивизии, Красноудинский полк. Вдруг над Тихвинской площадью, где выставился гарнизон города, над трибунами и над пестрой толпой пролетел аэроплан. На вираже пилот в шлеме приветственно взмахнул рукой и бросил сверху что-то пестрое, тотчас рассыпавшееся и птицами завитавшее над головами людей. Праздничные листовки. Стоя на трибуне, Михей Ербанов радовался, как дитя, ловя эти листовки. Как нечто заветное желанное, ловила листки алтрагана. Ботанова, забинтованный правой рукой и забинтованными ногами, сидел в санях и здоровой рукой тоже пытался поймать листок на счастье. Озабоченный хмур был лишь Курам-Агамед. Прославленная дивизия Каландришвили все стояла здесь, а самого комдива не было. Что с ним? Где он? Не обидел ли кто вспыльчивого Нестора? Или он заболел? Часа через 3, когда торжество стало уже затихать, Курам-Агамед нашел своего командира на берегу Ангары далеко в стороне. Сбоку от тропинки к проруби горел костер. Висел над огнем котелок. Кристина Леонтьевна перевязывала мужу раны. Курам-Агамед остановился в раздумье. Подойти или не нужно? Покончив с перевязкой, женщина проворно зачерпнула воды из проруби, дала умыться мужу и занялась кашей. Каландришвили блаженно щурился, подставляя солнцу глаза, лицо и бороду. При этом по-грузински пел что-то, как видно тут же, во время пения им сочиняемые. «Кавказ, Кавказ, любимый отчий край, далек твой сын в стране Байкала. Ай-вай, далеко орлу лететь». В минуту покоя возвращается к человеку прожитое. «Осмысли меня, человек, это тебе поможет, чтобы впредь не петлять». В духовной семинарии учился сын потомственных грузинских дворян. Едва попом не сделался. Почему не сделался? Что толкнуло тебя, Нестор Каландришвили, на твой тернистый путь? Почему пошел наперекор всему роду своему? Хорошо ли жить, когда родичи отреклись от тебя, даже имени твоего не поминают? За что так яро возненавидел царизм? Тебя-то он оберегал, не гнул в дугу. В буржуазно-националистической партии вместе с федералистами искал свой путь. Был и в партии эсеров. Горячая кровь бунтовщика привела его затем в партию анархистов. Изгнанный из семинарии, пробовал учительствовать. Работал на промыслах Ротшильда. Да, петлял по жизни немало. Бродил на ощупь, будто в потемках. Окончил кавалерийскую школу, был артистом в театре Марджанова в Кутаиси. Горячая кровь побуждала его то на борьбу с царскими войсками в Грузии, то с грузинскими помещиками. В ссылку угодил в Сибирь. В этой-то, во второй своей семинарии, нашел он свою теперешнюю дорогу. Никифоров, бывший матрос царской яхты «Полярная звезда», открыл ему глаза на великую цель большевиков. На цель, к которой он так долго шел, оступаясь, как бы на ощупь. «Не откроем тебе и двери, когда вернешься». Так сказали ему родственники, проводив его в Сибирь. А она, подруга верная, приехала к нему. Что все родичи с их родовыми заветами в сравнении с ней одной, красавицей, умницей, женой и другом? Сколько тюрем прошел, не отступилась, не оставила. «Кристина, а? Подойди». «Ну, что ты, Нестор?»
Дай-ка я поцелую тебя. Ой, конца пути своего ни один человек не знает. И хорошо, что это так. Это мудро устроено. Пусть человек не о конце своем думает, а о самом пути, пока он в пути. Оставим нашего героя с подругой, сидящими у костра на берегу Ангары. У начала начал, у воды, накануне новых свершений. Пусть весеннее солнце обласкает их. И пусть они не знают, что легендарному предводителю партизан жить осталось 2 года. 6 марта 1922 года вместе со штабом своим он погибнет в Якутии, попав в засаду врага. А пока отдыхай, человек у воды, цени дары жизни. Курам-Агамед, не теряя из виду комдива, отступил назад, еще отступил и скрылся. Все.